Повестка дня заседания сессии была не самая большая, но обсуждая ее, депутаты один за другим вычеркивали вопросы. В итоге из 16 осталось 10. Среди отложенных – назначение судей Конституционного, Верховного, Арбитражного и городского судов из-за отсутствия представителя президента в парламенте Дмитрия Шамба. Депутаты также отклонили обсуждение законопроекта об исполнении бюджета Фонда репатриации за 2016 год. Первым слово взял глава комитета по обороне и нацбезопасности. Илья Гуня предложил коллегам 30 сентября переименовать в День Победы и оставить его праздничным нерабочим днем, а 25 августа обозначить Днем независимости Абхазии. На сегодняшний день, 30 сентября, у нас именуется Днем независимости. Вопрос о наименовании этой исторической даты стоит перед депутатами уже не первого созыва, и по каким-то тем или иным причинам он не проходит, и до сегодняшнего дня эта дата не определена. Как мы знаем, скоро 25 лет начала войны, окончания войны. Круглая дата, а у нас до сих пор День Победы не определен. Однако парламентарии с мнением комитета не согласились и предложили оставить название прежним. Были предложения праздник 30 сентября назвать не иначе, как День Победы и независимости. После долгого обсуждения депутаты проголосовали за первоначальный вариант в первом чтении, оставив за собой право в последующих чтениях внести коррективы. Законопроект об исполнении бюджета Дорожного фонда Абхазии за 2016 год вызвал большой интерес депутатов. Речь шла о том, что представленный документ вроде и не имеет недостатков, но все же вызывает вопросы, и они касаются доходной части. Мы хотели бы, чтобы был более жесткий контроль, в частности, по формированию вашей доходной части. В принципе, к расходной части у нас особых вопросов нет, но по формированию доходной вашей части у нас есть, конечно, такая претензия. Жесткий контроль по формированию доходной части в части именно по реализации ГСМ. То есть вы могли бы получать там гораздо больше доходов, нежели вы отражаете в своем отчете. Выяснилось, что сумма налога на реализацию горюче-смазочных материалов немногим превышает 49 миллионов рублей. Хотя на самом деле эта цифра должна быть выше в разы. Колоссальная разница между представленными данными Министерства по налогам и сборам и основными поставщиками ГСМ в Республику Абхазия. Разница колоссальна. Данные есть. Основные поставщики – это Абхазнефтепродукт, Интерхейвей, Абхазия и Азит, Абхазтоп еще. Вот здесь есть данные из 39 индивидуальных предпринимателей, которые стоят в налоговой службе, 15 вообще отсутствует сам учет. Из 70 тонн, зафиксированным по данным МНС, фактически отпущено 500 тонн. Фактические показатели фонда за 2016 год по доходной части составили более 73 миллионов рублей. По словам руководителя фонда, ежегодно увеличивалось поступление денежных средств. В прошлом году были самые высокие цифры за все годы. В этом году ситуация похуже, признается Заурхвардский. Отставание в сравнении с прошлым годом за 5 месяцев текущего 2017 уже составило порядка 8 миллионов рублей. Именно по данному налогу, я сейчас на память говорю, за 5 месяцев отставание на 6 миллионов. Такое же положение по налогу на владельца автотранспортных средств. Депутаты выслушали все мнения, оценку главы контрольной палаты и приняли документ большинством голосов. Далее были избраны кандидатуры в Совет Национального банка Абхазии. Парламент в этой структуре будут представлять Натали Смыр и Батал Айба. Что касается квалификационной коллегии судей, то ее новым членом стал депутат Каха Пертая. Решением парламента председателю арбитражного суда Фатиме Квицине присвоен высший квалификационный класс. Парламент делегировал Лашу Ашиба в квалификационную коллегию адвокатов. А вот по составу комиссии по сотрудничеству с Советом Федерации и Госдумой депутатам договориться не удалось. Спикер Валерий Кварча настаивал на представленном варианте, с которым большинство его коллег не были согласны. Часть парламентариев настаивала включить в список молодых депутатов, которым встречи с коллегами из России необходимы для приобретения опыта. В итоге долгого и очень эмоционального обсуждения большинство народных избранников проголосовали против начального списка. В парламенте Абхазии создали новую комиссию по контролю над ситуацией с незаконным оборотом наркотиков. В ее состав вошли 10 человек. Председателем избрали Дмитрия Дбар. Мы сами понимаем, что у нас сейчас в стране происходит по незаконному обороту наркотиков.
и психотропных веществ, что у нас люди погибают. И, в принципе, из этого исходят и те же аварии на дорогах, и те же убийства, те же грабежи, то есть тут все вместе. И те процессы, которые происходят вокруг этого, у нас есть уже кое-какие факты, что в разных инстанциях так называемых сбытчиков наркотиков, то есть за какие-то суммы пытаются оправдать. Я считаю, что парламент должен контролировать этот процесс. Графа «Разное» содержала множество вопросов, и все они касались объектов государственной собственности, подлежащих приватизации. Самые разные здания, сооружения, гостиницы, имущественные комплексы в Сухуме, Гагре, Гудауте постановлением парламента внесены в дополнительный перечень объектов, подлежащих приватизации. Нисфа Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.